Впервые о том, что Алдан достоин носить звание города трудовой доблести, еще в 2015 году заявил его житель, историк по профессии, ныне депутат Горсовета Николай Миронов. Однако, если окунуться в историю, то нужно честно признать, что Алдан в годы Великой Отечественной войны, во-первых, был единственным промышленным центром Якутии, чья продукция, в основном это золото, шла на нужды обороны, а во-вторых, 3345 алданцев были награждены медалью за добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны. Это медаль моей бабушки, которая в 13 лет возила тачки с рудой, катала валенки и шила фуфайки для фронта. Теперь мы, ее внуки, храним эту медаль и память о самоотверженном труде алданцев. В начале 40-х годов прошлого столетия Алдан жил мирной жизнью. Это был один из наиболее развитых промышленных районов Якутии и золотая кладовая страны. Весть о вероломном нападении на СССР фашистской Германии стала для алданцев, как и для всех советских людей, страшной и неожиданной. Уже с утра 23 июня в военкомат один за другим группами стали приходить алданцы. У всех одна просьба – отправить на фронт. 85% мужчин, рабочих предприятий Алданского района, были призваны в ряды Красной армии. В годы войны из Алданского округа были призваны в действующую армию и на флот 11 740 человек. Алданцы сражались на всех фронтах, участвовали в боях за Берлин. С войны вернулось чуть больше половины. Проблема кадров стала одной из самых острых. Основная нагрузка легла на плечи женщин, стариков и детей. Чтобы крепить оборону, стране нужно было золото. Темпы золотодобычи не должны были снижаться. Золото было главной валютой, на которую можно было приобрести продукты питания, самолеты, танки и многое другое, так необходимое в тылу и на фронте. За время Великой Отечественной войны алданские труженики добыли более 15,5 тонн золота. В то же время здесь добывали четвертую часть хрусталя и 80% слюды флагопита в СССР. Рабочие, оставшиеся на предприятиях, перешли на 10-часовой рабочий день и выполняли план на 270, а то и 320%. В летний период привлекались на добычу золота учащиеся школ и техникума. Кроме золотой и слюдяной промышленности, отлично работали 5 артелей, которые представляли местную промышленность. Выпускали обувь, телогрейки, шапки. Оставшиеся в тылу алданские рабочие, колхозники и интеллигенция помогали фронту и личными сбережениями. Коллективы рабочих и служащих приисков и города отчисляли ежемесячно 1 трехдневный заработок в фонд обороны. В фонд обороны было внесено 13,5 миллионов рублей, в том числе средств на формирование первой и второй танковой колонн «Советская Якутия». За годы войны в фонд обороны сдано 28,5 килограмм золотыми и серебряными изделиями, облигаций государственных займов на сумму 12 миллионов рублей, теплых вещей для красноармейцев 44 тысячи штук, 50 тысяч штук посылок. Победу в тылу ковали и приближали все как могли. Работали по 10-12 часов. На тяжелых горных работах трудились женщины и подростки по 17-11 лет, детство и юность которых опалила страшная война. Радостная весть о победе показала всему миру стойкость духа и любовь к отчизне советских людей. Из 11,5 тысяч призванных на фронт в Алдан вернулись чуть больше половины, из которых 7 алданцам было присвоено звание Героя Советского Союза. Память о подвигах застыла в бюстах на аллее героев у мемориального комплекса Победы. Здесь же увековечена слава труженикам, которые внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом. За добросовестный и честный труд в период Великой Отечественной войны 3342 труженика Алданского района были награждены медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Жители Алдана даже выступили с инициативой придать городу статус трудовой славы. К якутянам и главе республики обратились местные органы власти и ветераны труда поддержать Алдан и проголосовать на сайте трудовойалдан.ру. Мы, ветераны тыла, дети войны, простые труженики, просим вас поддержать нашу инициативу по присвоению Алдану звания «Город трудовой доблести». Алданцы, как и вся страна, самоотверженно ковали победу в тылу. Сегодня алданцам как никогда нужна поддержка всей республики, голос каждого якутянина, чтобы первенец промышленности Якутии, город Алдан, получил почетное звание трудовой доблести. Что нам даст присвоение этого звания?
Ну, во-первых, с какой-то такой морально-этической точки зрения, да, вот даже если посмотреть учебники по истории Якутии, посмотреть какие-то научные труды, то вот этот период совсем мало освещен. И вот то голосование, которое сейчас идет, оно, может быть, впервые перед многими жителями Якутии открывает всю правду о том, какой вклад алданцев был в годы Великой Отечественной войны. И я думаю, вот с этой точки зрения, во-первых, действительно для Якутии это важно, поскольку вот правильно Сан Сергеевич говорил о том, что мы, якутяне, одна семья. Мы должны понимать, что мы живем в этом регионе, и мы не делимся там каких-то своих и чужих. Да? Мы вот здесь живем, и мы все есть, и мы действительно якутяне. Ну и все-таки сам факт признания, и это какая-то дань уважения тем людям, которые еще живы, которые это все помнят. То есть, и я думаю, это важно для них, и учитывая вот тот тренд, который сейчас есть, это бережное отношение вообще к истории и прежде всего к периоду Великой Отечественной войны, он очень важен вот с этой точки зрения. Для будущих поколений? Для будущих поколений, конечно, да. Да и для нас. Нам самим надо не забывать о том, что было. Пока мы помним подвиг наших ветеранов, пока мы чтим их самоотверженность, мы непобедимы. Присвоение Алдану звания города трудовой доблести по праву будет вписано в летопись и Якутии, и России.